Итак, в Нью-Йорке в эти минуты идет заседание Совета Безопасности ООН. Его созвали по инициативе России в связи с ударами по Сирии, которые сегодня осуществили США, Великобритания и Франция. Этот шаг, по мнению российского постпреда, свидетельствует об отсутствии намерений Запада бороться с терроризмом. На прямую связь со студией выходит наш специальный корреспондент Стас Натанзон. Стас, приветствую. Расскажите подробнее, какие еще заявления прозвучали, как проходит обсуждение. Да, здравствуйте, Юрий. Действительно, заседание Совбеза ООН здесь, в главном здании в Нью-Йорке, все еще продолжается. Уже выступил российский представитель Василий Небензя. И мы знаем, что российская сторона внесла на рассмотрение Совбеза проект резолюции. Этот проект сегодня по результатам обсуждения должен быть проголосован. И в проекте содержится призыв к странам Организации Объединенных Наций воздержаться от вооруженного насилия. И содержится осуждение последней ракетной атаки по территории Сирии со стороны США, Великобритании и Франции. Василий Небензя сегодня говорил о том, что Соединенные Штаты, по сути, нарушили международное право в одностороннем порядке, лишь вместе с двумя своими союзниками, решив атаковать независимое государство, прикрываясь при этом, как сказал Василий Небензя, Конституцией Соединенных Штатов, хотя в таких случаях нужно действовать согласно уставу ООН. Давайте послушаем Василия Небензя. Россия делала все возможное, чтобы убедить США и их союзников отказаться от милитаристских планов, чреватых новым витком насилия в Сирии и дестабилизации в регионе Ближнего Востока. США и их союзники продолжают демонстрировать вопиющее пренебрежение к международному праву. Хотя, как постоянные члены Совета Безопасности, должны особенно твердо отстаивать положение Устава ООН. Было стыдно слушать, как в обосновании агрессии приводилась статья Конституции США. В Вашингтоне пора бы уже выучить, что Международный кодекс поведения, касающийся применения силы, регулируется Уставом Объединенных Наций. Василий Небензя говорил о том, что ракетные удары не только разрушали инфраструктуру на территории Сирии, но и разрушали международные организации, в частности, такие организации, как ООН, ее Совет Безопасности, которые должны как раз давать разрешение или, наоборот, запрет на подобные международные интервенции. Давайте послушаем еще один кусок выступления Василия Небензя. Вас все время тянет к колониализму, к неоколониализму. Вы с пренебрежением относитесь к Уставу ООН и Совету Безопасности, который вы беспардонно пытаетесь использовать в своих нечистоплотных целях. Никакой серьезной работы в СБ вы не ведете. С нами вы не консультируетесь, ложно уверяя всех в обратном. Вы подрываете авторитет Совета. В качестве предлога для агрессии называлось предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Дума. Российские представители после проведенной нашими специалистами инспекции однозначно заявили, что такого инцидента не было. Тем временем представители США, Великобритании и Франции на нынешнем Совете Безопасности, кажется, настроены еще более воинственно, чем на предыдущих заседаниях, посвященных Сирии на этой неделе. Представитель Великобритании, например, Карен Пирс, говорила, что больше вообще не хочет слушать Россию, и теперь Великобритания и ее союзники будут сами решать, что делать и по кому наносить удары. Представитель Соединенных Штатов, госпожа Хелли, практически напрямую также начала угрожать новыми военными акциями и новыми ракетными ударами. Давайте послушаем. Я говорила с президентом сегодня утром, и он сказал, что если сирийские власти используют этот ядовитый газ еще раз, наше оружие заряжено и готово. Когда наш президент проводит красную черту, он принуждает соблюдать ее. Тем временем у американских политиков и журналистов все больше вопросов к тому, насколько эти атаки были согласованы не только с международным правом, но и, собственно говоря, с американским тоже. Ведь американский президент не имел полномочий наносить удары по сирийским правительственным объектам. У него был мандат лишь на борьбу с террористами на территории Сирии. И только для этого он мог использовать вооруженные средства. Кроме того, сегодня на брифинге в
в Минобороне. Несколько раз журналисты спрашивали представителя Пентагона, когда, наконец, будут опубликованы хоть какие-то доказательства того, что химическая атака вообще имела место на территории Сирии и что за ней могут стоять сирийские войска. Но каждый раз вопрос этот был задавался снова и снова. Каждый раз представитель Пентагона уходил от ответа практически сразу и без каких-либо хотя бы примеров. Давайте послушаем. Какие доказательства у вас есть по поводу использования и того, и другого? Ведь ОЗХО сейчас на месте. Они все еще собирают доказательства. Мы все еще собираем данные, но Джеймс Мэттис сказал, что он вполне уверен в тех доказательствах, которые у нас уже есть. И вот почему он советовал нанести удар этой ночью. Мы все еще собираем детали и предоставим их, как только они будут. Но какие доказательства у вас уже есть? Разные разведданные. Но я не буду говорить о них. Но как только мы получим больше доказательств и больше деталей, я вам сообщу. Ну вот это лишь несколько из вопросов, 2 из вопросов, а их раз 10 прозвучало во время брифинга. Этот вопрос, почему нет доказательств, почему не дали возможности работать инспекторам ОЗХО, которые как раз в пятницу приехали на территорию Сирии, чтобы расследовать возможный инцидент в Думе. Но вот каждый раз ответ был примерно таким, как вы сейчас услышали. Ну что ж, мы ждем завершения заседания Совета Безопасности ООН, возможно, в ближайшие уже минуты и голосования по поводу предложенной России резолюции. Юрий. Да, спасибо, Стас. Вместе с вами следим за развитием событий. Стас Натанзон об экстренном заседании Совбеза ООН, которое проходит в эти минуты.